Добрый день. Очередное выступление по канадскому телевидению хочу посвятить ответу на вопрос: мешает ли что-нибудь проводить годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме? На днях беседовал с юрисконсультом одной из управляющих организаций города. Он придерживается мнения, что на территории Чувашской республики действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики своим распоряжением от 18 марта 2020 года номер 113 запретил проведение на территории Чувашской республики спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Указом от 3 апреля 2020 года номер 92 он же обязал определенный круг граждан соблюдать режим самоизоляции. С учетом этого якобы следует воздерживаться от созыва и проведения и годовых общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, которые относятся к массовым мероприятиям. С доводами юристов соглашаться или спорить возможно только со ссылкой на конкретные законы и нормативные правовые акты. Попытаюсь показать, что обязанность управляющей организации не позднее 31 марта довести до Совета многоквартирного дома и собственников помещения свой письменный отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом за 2019 год и обязанность собственников помещения в многоквартирном доме в срок не позднее 30 июня на своем годовом общем собрании рассмотреть этот отчет и оценить работу управляющей организации, утвердить план работы по текущему ремонту и размер платы за содержание жилого помещения на предстоящий год следует соблюдать и в условиях режима повышенной готовности. Общее собрание собственников помещений посредством очного голосования, совместного присутствия собственников помещения в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бесспорно относится к массовым мероприятиям. К ним же, если на очную часть собрания явилось более 3 человек, можно причислить и общее собрание, проводимое посредством очно-заочного голосования. Но следует иметь в виду, что распоряжение номер 113 утратило силу в связи с принятием указа номер 92. В редакции от 3 апреля 2020 года и в действующей на сегодняшний день редакции этого указа запрет на проведение публичных или иных массовых мероприятий отсутствует. То есть с 3 апреля на территории Чувашии право граждан на собрание ничем не ограничивается. И выполнению обязанностей собственников помещения в течение 2 квартала провести годовое общее собрание собственников помещений, возложенное на них частью 1 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, реально, только, конечно, немного осложняется. Законодатель предусмотрел проведение общего собрания собственников и посредством заочного голосования, то есть опросным путем,
или с использованием системы в соответствии со статьей 47.1 Жилищного кодекса. Кстати, такая форма общих собраний собственников помещений уже вошла в практику многих многоквартирных домов. Свои решения собственники помещения принимают заочным голосованием с использованием бюллетеней заочного голосования. Для пользователей интернета не составит трудности и заочное голосование с использованием системы Государственной информационной системы ЖКХ. При проведении годового общего собрания посредством заочного голосования вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к самоизоляции снимаются. Легко предположить, что временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев при издании и внесении изменений в указ номер 92 учел и эти доводы. Из 3 определенных Жилищным кодексом Российской Федерации месяцев для своевременного проведения годового общего собрания собственников помещений осталось только 2. Менее даже 2 месяцев. Сейчас у нас май уже, первая половина кончается. Уверен, что каждая управляющая организация заинтересована в предоставлении собственникам помещений в каждом отдельно взятом многоквартирном доме объективного, полного отчета о выполнении договора управления МКД. Все споры о целесообразности и возможности проведения общего собрания собственников помещений необходимо и возможно разрешить в ближайшие дни, не дожидаясь отмены режима повышенной готовности. Для созыва собрания необходимо, чтобы кто-то выступил инициатором общего собрания собственников помещений. В сложившихся условиях целесообразно, чтобы управляющая организация воспользовалась своим правом созыва годового общего собрания собственников помещений и в течение ближайших дней довела до собственников помещений в управляемом ими или управляемых ими многоквартирных домов сообщение о созыве годового общего собрания собственников помещений в установленной Жилищным кодексом Российской Федерации и приказом Министерства строительства Российской Федерации в форме. Сообщение, оно можно разместить вот на такой листочек, это более-менее мелкий шрифт, но вполне читаемый, и разместить в подъездах на информационных стендах. Но в более крупном масштабе его можно вот так. Я тут расписал, что должно быть, какие вопросы целесообразно включить в повестку дня годового общего собрания. Сейчас в связи с проведением в заочной форме необходимо, чтобы в повестке дня собрания был включен вопрос избрания председателя общего собрания собственников помещений, секретаря общего собрания собственников помещений и наделение этих лиц правом подсчета голосов на заочном голосовании. И это сформулировать как избрание, допустим, председателем собрания и лицом, проводящим подсчет голосов собственника помещения. Точно так же избрание секретарем собрания и лицом, проводящим подсчет голосов
собственника помещения. При этом по этим лицам и по председателю, и по секретарю собрания обязательно нужно указать реквизиты права устанавливающих, реквизиты документов, подтверждающих их право собственности на квартиру, на жилое или нежилое помещение. Следует иметь в виду, что жилищный кодекс и нормативные правовые акты прямо исключают руководителей или специалистов управляющих организаций из числа лиц, которые могут быть избраны председателем или секретарем общего собрания. К сожалению, таких случаев избрания неправомочных лиц в руководящий орган собрания у нас нередко встречается немало. Если дом большой, количество собственников значительное, больше 100, то, конечно, целесообразно лицами, проводящими подсчет голосов, избрать еще несколько собственников помещений и с указанием прямо в повестке дня этого собрания. Отчет Совета многоквартирного дома о деятельности между двумя годовыми общими собраниями собственников помещений. Это вопрос, обязательный для включения в повестку дня каждого годового общего собрания собственников помещений. И отчет управляющей организации о выполнении договора управления за прошедший 2019 год. В повестку дня прямо в сообщении следует включить вопрос о предложении управляющей организации внести изменения и дополнения в договор управления многоквартирным домом и продление срока его действия до такого-то числа, ну, скажем, до 30 июня 2022 года. В договоры управления любым многоквартирным домом управляющим организациям надо предлагать вносить изменения, связанные с дополнениями и изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в 2019 и в 2020 годах. Обязательный вопрос, формулировка его следовала бы вот в таком виде. О плане текущего ремонта, планово-восстановительных работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома и мероприятиях по энергосбережению на период с июня 2020 по май 2021 года. Обязательный вопрос для включения в повестку дня о размере платы за содержание жилого помещения, работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, оплате коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды, на расчетные периоды с июня 2020 года по май 2021 года. Ну и следующий вопрос, который не обязательно, но желательно включить, о передаче копии протокола годового общего собрания собственников помещений и копии решений собственников помещений по вопросам его повестки дня на хранение. Скорее, лучше всего, конечно, председателю Совета многоквартирного дома. Можно, конечно, если с учетом конкретной обстановки в многоквартирном доме, включить повестку дня годового общего собрания собственников помещений и другие вопросы. Но по
бюллетеню заочного голосования мы основные требования говорили, показывали уже. Ну, наверное, придется еще раз повторить, потому что в бюллетенях заочного голосования встречаются случаи, когда вопросы, поставленные на голосование, на заочное голосование, не совпадают с вопросами повестки дня, или решение по этим вопросам не согласуется с вопросами, с формулировками вопросов повестки дня. Ну, пожалуй, на сегодня все. Спасибо за внимание.